prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Chodzi
Духа Святого. Пан с вами. Вітаю вас сердечно, дорогі брати і сестри, дорогі діти. На сьогоднішній Євхаристії переживаємо 8-му звичайну неділю. І сьогоднішнє Євангеліє так само Ісус керує до нас вельми важну науку. Чому бачиш у воку свого брата щепню, а не бачиш бірвеня у своєму власному воку? Видите, дорогі брати і сестри, як легко ми оцінюємо часами людей, як легко ми обговорюємо людей. Але поглядеть у правді, хто я такий, це вельми тяжко. Послухайте сьогодні уважливо сьогоднішнє Євангеліє. Ісус вельми важна наука для кожного з нас. І порозважаємо, як ми часами обговорюємо, як ми часами осуждаємо людей, а не поглядимо ніколи на себе, який я. Як легко я зауважую помилки другого чоловіка. Тому на початку Святої Мши, дорогі брати і сестри, представимо Богу наші інтенції і просьби. Дорогі детки, да, даже подумаем, да, за кого хотим сейчас помолиться особенным способом. Я направляю это на святейшую ахвяру за померлого калишка Януша у 3-й годовини після його смерті, прошу доброго Бога на пробачення всіх його грехов і ведення його до Володарства Небесного. Перепросить теперь Пана за наши грехи. Споведаюся і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя велика вина. Тому прошу Найсвятейшу, завсёды Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, моліться за мене та Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Христе,
помолимся. Усемогутный Боже, ученика под Твоим керовництвом, житье на земле развивалось усупокои, а костел Твой нехай без перешкодов Тебе служить. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, благодаря едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читание книги мудрости Сирахара. Коли просеивать просито, создаются выселки, так и недохопы человека выявляются, коли он разважает. Начиненных гончара выпробовывать у печи, а человека выпробовывать у размове з ним. По плодах древа познають, як його доглядали, так і по словах виявляються задуми чоловічого серця. Не хвалі чоловіка перед розмовою, бо таким чином випробовуються люди. Це Слово Боже. Протягивать Тебе, Пане, протягивать Тебе, Пане, доброю стяковать Пану и прославлять имя Твое наивысшейшее. Раницею обвещать Твою милосердность и верность Твою ночи. Добродяковать Тебе, Пане, справедливый заквітнее, як пальма, вырасте быццам кедр на Либане, посадженные у доме Пана, яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога. Добродяковать Тебе, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, коли тое, что тленное, опранется у нетленность, а тое, что смиротное, опранется у бессмиротность, тогда исполнится написанное слово. Перемога погнилу смерть. Смерть, где твоя перемога, смерть, где твое джало. Джало смерти – гэта грех, а сила греху – гэта закон. Богу ж подяка, бо ён дав нам перемогу праз нашего Пана Єзуса Христа. Тому, мої уміловані брати, будьте моцними, непохисними, заўсёды будучи цалком отданными справе Пана и ведаючи, что недаремная праца ваша у Пану. Гэта Слово Божие. Приглашаю, если детки есть на костеле, то приглашаю сюда ближе. Если еще кто-то попрятался, то приходите, не бойтесь, пообщаемся. Давайте, дорогие детки, послушаем
что сегодня хочет Пан Иисус нам рассказать. Очень важные вещи, очень интересные. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Иисус рассказал своим учням такую приповесть. «Хіба може сляпи водить для Бога? Ті ж не заваляться ободва у яму. Вуча не більше за наставника, але кожний добре подрихтований стане таким, як його наставник. Чому ти бачиш щепку у воку брата свого, а бір'яна у власному воку не зауважуєш? Як ти можеш казати брату своєму, дай, браті, я витягну щепку з вока твоєго, коли сам не бачиш бір'яна у своїм воку? Криводушник, витягни спочатку бір'яно со свого вока, і тоді убачиш, як витягну щепку з вока свого брата. Нема доброго дерева, яке приносило дренний плод. Ці дренного дерева, яке приносило добрий плод, бо кожне дерево познається по ягоній плоді. Не збирають з терня смокви, а з куста ажин, не збирають винограду. Добрий чоловік виносить з доброго скарбу серця добро, а дренний чоловік з благого серця виносить зло. Бо простое, чим наповнене серце, говорять усни ягоні. Гэта слово Пана. Ну что, как ваши дела? Все хорошо, все супер? Супер, супер. Хорошо. Классно. Ну ты уже так не спи, может сейчас заснешь. Хорошо. Мои дорогие, сегодня, да, Евангелие и вообще мы с вами пообщаемся о такой вещи. Скажите, легко ли оценивать кого-то, что-то? Легко? Легко, правда. Это легко оценивать. Да, возьмем к примеру. К примеру, возьмем одну шкатулку и вторую. Две шкатулки, правда? Легко их оценить. Да? А какую бы вы выбрали? Первую или вторую? Ну? Первую, да, выбрала? То есть в эту, да? А почему именно эту? Ну? Она очень красивая. А почему не эту? Ну? Она не сильно красивая. Хорошо. Представьте, что вы меня не знаете. Первый раз видите. Смогли бы ли вы меня оценить? Нет? Да или нет? Нет? Да, легко бы оценили, правда? Это ксенц, что-то тут говорит вам постоянно, да, занимает ваше время. Хорошо. Но представьте, вы меня не знаете, да, и я буду в страшно некрасивой порванной одежде, волосы будут растрепаны, и от меня будет чуть-чуть подванивать. Как вы меня оцените тогда? Ну? Как вы меня оцениваете? Ну? Бедный человек. Бедный человек, да? А еще как-то по-другому оцените? Как? Плохо. Я поговорю с этим человеком, посмотрю, какая у него душа. Если душа добрая, то значит, этот человек добрый. Хорошо. Вот, смотрите, мы очень часто вешаем так званые такие ярлыки на человека. Видим, если человек какой-то такой, знаете, некрасиво одетый, то мы сразу же его осудим. Если другой человек, то тоже. И мы очень часто любим обговаривать другого человека. Почему? Как вы думаете, почему человек любит другого обговаривать? Ну давай. Потому что он некрасивый. Потому что он некрасивый, да? Хорошо. Почему мы любим обговаривать кого-то? Ну, потому что нам проще найти что-то в этом человеке плохое. Да, не смотреть на себя, а смотреть на другого человека. Смотрите, в сегодняшнем Евангелии Пан Иисус говорит такие очень важные слова. Почему ты видишь щепку, либо соринку в глазе своего брата, а в своем собственном глазу не видишь бревна? Почему ты видишь щепку в глазе своего брата, а в своем собственном не видишь бревна? Как понять эти слова? Кто понимает эти слова? Ну давай. То, что легче найти недостатки в чужом человеке, чем в себе. Супер, молодец, умница. Да, нам проще найти недостатки в другом человеке, нежели чем в себе. Да, нам проще найти ошибки другого человека.
но ни в коем случае не посмотреть на себя. Смотрите, я сегодня тоже кое-что еще принес вам. Что это такое? Телефон? Нет, не телефон. Это не компас. Лупа. Молодцы. Для чего нужна лупа? Чтобы разглядывать маленькие буквы и вещи. Да, что еще? Давай. Чтобы разглядывать маленькие детали. Молодцы, да. То есть лупа нам помогает, чтобы что-то увеличить. Ну, давай, что ты хотел сказать, Ханя? Нет? Все застеснялась? Хорошо. Лупа помогает нам мелкие детали увеличивать. И лупа будет символом того, дорогие детки, чтобы человек, когда начинает обговаривать, он может многократно, десятикратно преувеличить. Как мы уже говорили, что ты видишь щепку, это что означает? Ты человека начинаешь разглядывать, так, где в нем недостатки, где в нем грехи, так, где там что-то еще, да? И человек начинает рассматривать и увеличивать многократно, да? А вот он пришел сегодня такой, и так говорил, и так себя вел, и начинаешь увеличивать. Многократно начинаешь увеличивать, потому что человек хочет найти изъян в каждом, да, вот где в тебе изъян какой, да, что не так, да, начинает рассматривать его и начинает искать ошибки другого человека. Скажите, ошибаться это хорошо или плохо? Молодцы, ошибаться это неплохо. Ошибаться на ошибках мы тоже учимся. Но нам проще найти ошибки в другом человеке. Где твои ошибки, да? Какая ты, какой ты? Но что надо на самом деле сделать, детки, знаете? Надо посмотреть на себя. А какой я? Какой я на самом деле? Не совершали ли я те же самые ошибки? Не делал ли то же самое, да, что делают другие? Смотрите, поэтому очень важно иногда посмотреть в зеркало и посмотреть на себя. Потому что нам чаще, легче всего кого-то обговорить. Я расскажу вам одну такую историю. В Риме давным-давно был такой святой, отец Филипп Нери. Очень классный святой, он очень любил деток. Да, он очень много создал для этих детей, помогал. И когда-то, когда его ученики уже выросли, и вернулся к нему его ученик, и он когда-то был влюблен в эту девушку. Когда он вернулся, он хотел на ней пожениться. Но ее родители были очень-очень против. Потому что он был сиротой, еще плюс он был цыганом. И родители не хотели отдавать свою дочь замуж за этого парня. И что они придумали? Они начали ходить, не разговаривая, они начали ходить по всему Риму и начали обговаривать этого парня. Они начали каждому рассказывать ложь. Начали осуждать парня. И потом парень на следующий день, когда выходит, от него начинают отворачиваться все люди. Он говорит: «Привет!» От него все начинают отворачиваться. Все начинают от него убегать, шарахаться. И потом, когда родители осознали, что они сделали этому парню, они пришли на исповедь святому Филиппу. И святой Филипп сказал такое: «За покуту идете на рынок, покупаете гуся, и вы должны будете идти через весь город Рим и вырывать по перышку». Ну ладно, что-то такого. Купили гуся и начали вырывать по перышку. Вырывают. И когда они уже пришли к кляштору, где святой отец работал, да, где он был, святой Филипп Нери, они принесли ему общипанного гуся. И такой: «Ну вот, отец, и что это могло значить?» Он говорит: «Этот гусь сегодня пойдет на ужин для моих детей, а вы теперь идите и пособирайте все перышки». Скажите, это реально? Нереально. Такие они говорят: «Как, отец? Это ж нереально! Как мы пособираем все эти перышки? Их же ветер поразносил по всему городу. Это нереально». Он говорит: «Точно так же с вашими словами. Вы парню испортили полностью всю жизнь своим одним словом, когда его осудили. И ваши слова, как ветер, как эти перышки, начали разлетаться по всему городу. Теперь идите и публично перед этим парнем извинитесь». Это очень мудрая история, которая тоже показывает нам, дорогие детки, что когда мы осуждаем другого человека, не познакомившись еще с человеком, да, нам проще всего осудить, обговорить другого человека, но не помолиться за него, не пообщаться, не познакомиться. Ведь могли родители пообщаться с этим парнем? Но нет, они принципиально начали разносить фальшивую информацию об этом парне. И
И все люди начинают от него отворачиваться. Поэтому, дорогие детки, это очень важный момент, да, чтобы мы тоже научились тому, что нельзя обговаривать, нельзя обсуждать и осуждать другого человека. Это очень важно, потому что мы можем быть так, как эти богатые родители. Пойдем собирать все эти перышки, но их не соберем уже никогда. Запомнили? Хорошо. В среду у нас кое-что начнется. Кто знает, что такое в среду мы начнем? Будет большой пост, 40 дней. Хорошо. Пост. Да, называется, ну давайте еще тут. Пепельная среда. Молодец, да. Пепельная среда. Пепельной средой мы начнем новый период. Называется Великий пост, который тоже продлится 40 дней. Нам уже подсказали, правильно. 40 дней. Ай-яй-яй-яй-яй. Адвент был 4 недели, а тут 40 дней. Так много. Да, но потому что это специальное время. Как вы думаете, а зачем ксенз посыпает голову нам пепелом? Он так сидел возле камина и думает, куда мне выкинуть бы этот пепел? О, идея, буду сыпать на голову людям. Да? Нет. Зачем мы сыпем пепел на голову? Как вы думаете? Для чего? Ну? Чтобы очистить. Ну, не совсем очистить. Пепел означает, ну давай, ну. Чтобы искупить грехи. Ну, тоже не до конца. Нам исповедь в этом поможет, в искуплении грехов. Пепел – это знак того, что я начинаю что-то погутовать. Раньше садились на пепел и себя обсыпывали. Так вот, много-много пеплом себя обсыпали. Это тоже был знак покуты, что человек извиняется перед Богом за то, что он согрешил, да, за то, что он сделал. И поэтому Великий пост нам надо взять, каждый должен взять что? Кто помнит? Мы на Адвенте с вами говорили. Вербу. Ну, это верба еще будет. Да? Что? Что надо взять? Нет. На Великий пост мы берем постановление. Мы должны взять все постановления. То есть, посмотрите, правильно ли будет такое у меня постановление? Я сладкого не кушаю, и поэтому себе сижу и думаю, так, мое постановление будет такое, и не есть сладкого целый Великий пост. Это правильное постановление? Почему неправильное? Ну? Потому что вы не так не ели сладкого. Правильно. Я так и так не кушаю сладкого. Мне это не надо. Но если я сижу в телефоне 5-10 часов, да, на молитву уделяю всего лишь только секунду, какое должно быть мое постановление? Ну? Ну? Месяц без телефона. Месяц без телефона. Это наказание. Хорошо. Нет. Надо на самом деле разграничить. Разграничить то время. Да? То есть, если я где-то имею уже зависимость в телефоне, в планшете, в чем-то еще другом компьютере, у меня уже много времени провожу с этим. Соответственно, я должен взять себе постановление, да, что это меньше времени, а больше времени уделить на какие-то хорошие дела, на хорошие поступки или же даже на молитву, да, чтобы больше помолиться. Поэтому приглашаю, детки. Всех жду вас в среду, да, на Святой Мши. Всех приглашаю в среду. У вас еще 3 дня. Подумайте сегодня дома, какое постановление вы хотите взять. Подумайте только искренне так. Где я провожу за много времени? Но вот школу не считайте. Школа не может быть постановлением. Школа – это ваша обязанность. Да, я постанавливаю не ходить больше в школу. Спасибо за идею. Нет, так нельзя. Да? Надо подумать там, где мы действительно умеем уже зависеть, где уже много-много времени проводим, где портим свои глаза, да, чтобы это время сейчас посвятить на добрые дела. Хорошо? Договорились? Все, амин. Вызнаем нашу веру. Веру единого Бога.
з'являецца валадаром неба і зямлі. З даверам узнесем да яго нашы супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб усім людзям ён нёс надзею вечнага жыцця. Цябе просім. Молимся за пастыраў касцёла, каб яны умелі з развагаю і любоўю абараняць сваіх вернікаў ад спакусаў злога. Цябе просім. Молимся за нашу краіну, каб праз заступніцтва святых мучанікаў нашай зямлі перамагалі ў ёй вера і справядлівасць. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сужанства, каб у іх цяжкія хвіліны сумеснага жыцця яны шукалі дапамогу ў Хрыста, які благаславіў іх саюз. Цябе просім. Молимся за ўсіх памерлых, асабліва за нашых родных, каб яны атрымалі ад Бога вечную радасць. Цябе просім. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы сведчылі сваім жыццём о Божай любові і дабрыні. Цябе просім. Молимся інтенції Святої Мши за памерлага калышка Януша, 3-ю гадавіну пасля яго смерці, каб мог видеть Бога твар у твар. Тебе просим. Боже, Ты так полюбил свет, что спасла своего единородного Сына для нашего избавления. Выслухай покорные просьбы Твоего народу и щедро дари усіх нас Твоими ласками. Праз Христа Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру хранил Бог, Отец Всемогутный. Пан Бог, прими веру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Отче, Тебе походят дары, які ми Тобі приносим. Прими їх, як свідчення наших синовній отданості і учені, как вера, якою ми складаємо, дякуючи Твоїй добрині, допомагала нам досягнути життя вічного, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годного Ти справедливо, слушна і сповідна, как ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пані святий Отче, всемогутний вечний Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он с литости до грешного человечества народился с Панной Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому занялами, архангелами и со всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ими
воскликаючи. Ты святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна, на вышинях, госанна, госанна, на вышинях. Благословленный, кто приходит в имя Пана. Госанна, госанна, на вышинях. Госанна, госанна, на вышинях. Госанна. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас, целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надії на воскрешення. І про усіх, хто у Твоєї ласці дійшов з гэтага свету, і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зім'ї і ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавленные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святый будь имя Твое, прийди во царство Твое.
Просим Тебе, Пане, збав нас від усякого злока, дай ласкаво супокой наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху, и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавца нашего Иисуса Христа. Твое володарство и моц. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру в Твоего костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, не варт, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь здоровья душами.
Помолимся. Усмоцнены збавенным даром Евхаристичним, просим Тебе, Пане, ученикам гэты сакрамент, яким Ты умацовуєш нас у земним житті, забезпечив нам удел у житті вічним, раз Христа Пана нашого. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який піклувався Тобою після народження. Прошу Тебе, інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амин. Слухаем душпасторские объявы. Святый Ружанец на гэтых тыдні просим провести наступные ружанцовые группы. В понеделок Маці Божией Родительки, авторок Маці Божией з Люрча, роду Маці Божией Лоретанской, в четверг Королевы всех святых, в пятницу Маці Божией Лихенской, в субботу Маці Божией Громничной, а в неделю в 18 године Маці Божией Кормячей. Интенция святого Ружанца на Соковик. Будем молиться в интенциях пленных, великопостных реколлекций в парафиях. Областься на вертании соправного поеднания с Богом и ближними для непрактикующих католиков, об узросте доброчинной дейности в парафиальных супольностях. На гэтым тыдні у литургии Костела будем отзначать 4 Соковика свята святого Казимира, опекуна нашей диацезии, святые имши у нашем Костеле, як у звычайный день, 8, 9 и 18:30 в парафии Першамайск, отпустовая урочистость. 5 Соковика, Попельцовая серада, початок Великого посту. У гэты день святар посыпая головы верующих попелом, вымаўляючы такие словы: «Памятай, человек, что ты прах, и прахом станешь», альбо «Навертайтеся и верьте в Евангелие». Святые имши отбудутся в 8, 9:30 и в 18:30. Попельцовую сераду и Великую Пятницу для верников предписано не только устрыманне ад мяса, але і сціслы пост, які заключаецца ў абмежаванні колькасці спажыванай ежы. При такім постным абмежаванні дапускаецца один раз есці дасыта і спажыць невялікую колькасць ежы раніцай і ўвечары. Не з'яўляецца грахом незахаванне посту і ўстрымання ад мяса, калі няма магчымасці ўчыніць гэта па аб'ектыўных прычынах, напрыклад, супольнае харчаванне ў школе, ў шпіталі, служба ў войску. Ад папяльца ў днях 6, 7 і 8 Соковика супольна з паўсюдным касцёлам будзем перажываць квартальныя дні малітвы, просячы аб дары духа пакуты. 6 Соковика, першы чацвер месяца, молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарства, манаскага жыцця і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтых інтэнцыях распачнецца гадзіне 17:30. 7 Соковика, першая пятніца месяца, ушаноўваем найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства да сэрца Езуса адбудзецца гадзіне 9 пасля супольнага ружанца. 8 Соковика міжнародны дзень жанчын. У гэты дзень касцёл заахвочвае да малітвы ў інтэнцыі жанчын, выпрошваючы для іх неабходныя Божыя ласкі. Ад імя ўсіх нас ужо сёння хочам павіншаваць сардэчна ўсіх жанчын, выказваючы словы найлепшых пажаданняў. Дзякуем вам за тое, што вы реалізуеце пакліканне, якім Пан Бог адарыў вас. Жадаем вам Божага благаслаўлення і апекі Маці Божай Марыі. 9 Соковика, першая нядзеля Великого посту. Падчас Великого посту святы касцёл заахвочвае таксама ў сваіх верных да глыбокага разважання таямніц нашага збаўлення, мукі, смерці нашага збаўцы Езуса Христа. Мусім памятаць, што падчас Великого посту
Паводле касцёльных наказаў мы павінны захоўваць ва ўстаноўлены дні пост і ўстрыманне ад мясных страваў, не ўдзельнічаць у забавах, дыскатэках і таму падобным. Набажэнствы падчас Вялікага посту, гошкі жалі альбо песні жальбы ў нашым касцёле будуць адбывацца кожную нядзелю пасля імшы о 13 гадзіне. Падчас Вялікага посту таксама будзе аддавацца крыжовы шлях, набажэнства, падчас якога будзем разважаць пра мукі Езуса, дзякаваць Яму за вялікую любоў да нас і прасіць прабачэнне за нашыя грахі. Крыжовы шлях для дарослых кожную пятніцу у 9:30 з раніцы і ў 18:00 вечарам перад святой імшой. Для дзяцей кожную суботу ў 16:00, для моладзі субота у 19:00 пасля вячэрняй святой імшы. Таксама запланаваны тэрмін рэкалекцый парафіяльных. Яны адбудуцца з 4 па 6 красавіка з пятніцы па нядзелю. За ўдзел у рэкалекцыях і велікапостных набажэнствах можна атрымаць ласку поўнага адпусту. Як заўсёды, у нашай парафіі падчас Вялікага посту па пятніцам збіраюцца ахвяраванні на кветкі да гробу Пана. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякую усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. На тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благаслаўленне, а з рацыі першай нядзелі месяца пасля благаслаўлення будзе прадоўжана адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Озбавча гости Його значти, солю на небе средишь брам, ну и сроки нам верных ти, дай силы помочь, зесли нам, еднему в Троице владце зем. Нех będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Господь мой, так было завсёды, Ты, Господь мой, завсёды буде так. Ты, Господь, что скарає все народы, несу Твое ім'я молися. Ты, Господь мой, так было завсёды, Ты, Господь мой, завсёды буде так. Ты, Господь, что скарає все народы, несу Твое ім'я молися. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життем служить и радостность Твою хвалу всему свету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем вылышать и радостность Твою хвалу всему свету. Ти, Господь мой, так було завсёди. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.